Основные поставки пришлись на 3 ключевых направления. Для ранней диагностики и обучения пациентов современные интерактивные панели. Для борьбы с одним из самых грозных осложнений диабета – синдромом диабетической стопы – поступил многофункциональный педиатрический аппарат. И, пожалуй, самое ожидаемое – новейшее оборудование для офтальмологов. Не секрет, что при сахарном диабете очень часто страдает зрение, то есть глазной аппарат, который является очень чувствительным к нарушениям сосудистым. Сейчас, на сегодняшний момент, можно сказать, что эти направления, благодаря федеральному проекту, у нас полностью закрыты во всем необходимом оборудовании. И абсолютно все виды диагностики и лечения, которые предусмотрены на нашем уровне специализированной медицинской помощи, у нас уже есть возможности. Диабетическая ретинопатия, поражение сетчатки глаза – главная причина потери зрения при диабете. И теперь у врачей появились инструменты для ее максимально точной диагностики и эффективного лечения. Общая стоимость поставленного оборудования – порядка 80 миллионов рублей. Это серьезные инвестиции в здоровье нации. Но, как подчеркивают врачи, главная ценность не в цифрах на ценниках, а в тех возможностях, которые теперь есть. В настоящее время более 20 пациентов с абсолютной слепотой, то есть это такая терминальная стадия ретинопатии. К сожалению, это результат несвоевременного и, может быть, обращения пациента, несвоевременной реакции докторов или невозможности, то есть отсутствие возможности диагностики таких состояний. В настоящее время все необходимое для ранней диагностики и адекватного вмешательства в нашем центре есть. Одна из первых пациентов, кто уже ощутил разницу на себе, Марет Лианова. Она страдает от повышенного глазного давления и ухудшения зрения вдаль. Проблем, напрямую связанных с диабетом. Женщина раньше уже проходила здесь лечение, сейчас пришла на повторный курс. Лечение в начале. Мне понравилось. Оуген акцебежи, диклечение, вы пациент. Ерик оборудование в этих геологии. Качмехтардах езлахтвой вегалгай мехк уккузы оборудование йол чадякшникадовый ахчазучил арадаха. Всего 104 единицы медицинской техники закупили в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Интересно, что процесс оснащения центра получился гибким и адресным. Врачи не просто ждали список, а активно участвовали в его формировании. Там включали 2 аппарата, которые именно касательно лазерных установок, они были у нас российского производства, тоже хорошие, с иностранным комплектующими. Но именно в этом вопросе я переговаривал с лазерщиками, которые работают в других регионах. Они посоветовали чуть другие лазерные установки, более усовершенствованные именно в работе. И в плане эксплуатации они были значительно лучше. В этом министр пошла нам навстречу, здравоохранение наша Зара Мажитовна, и мы приобрели более лучшие лазерные установки. Таким образом, федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» в Ингушетии переходит из стадии планирования в стадию конкретной, осязаемой работы. И отныне современная высокотехнологичная помощь для тысяч людей с диабетом в шаговой доступности. В стенах регионального эндокринологического центра. Хадиджа Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.